Ущерб, нанесенный государству действиями 8 должностных лиц, преследовавшими по версии следствия личную выгоду, оценивается в особо крупном размере – около 5,5 миллиардов сомов или более 111 миллионов долларов США. 2 дня назад Свердловский районный суд Бишкека закончил исследование материалов уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Сегодня участники процесса приступили к прениям сторон. Как заявил гособвинитель, это первое дело в Кыргызстане, в котором фигурируют такие огромные суммы ущерба, нанесенные группой высокопоставленных чиновников. Однако вести видеосъемку открытого процесса суд не разрешил. По словам гособвинителей, преступные действия чиновников, ставшие известными из-за аварии на теплоэлектроцентрале в январе 2018 года, были полностью доказаны. В частности, говорилось о назначенной следствием экспертизы с привлечением оценщиков, которые установили, что модернизация ТЭЦ могла стоить на 100 миллионов долларов дешевле. Необоснованное завышение цен было установлено также счетной палатой. А сумма ущерба в 5,5 миллиардов сомов значится в заключении комплексной судебно-строительной и технической экспертизы. После перерыва заседание продолжилось. Накануне стало известно, что родственники одного из фигурантов дела, Осмонбека Артыкбаева, перечислили на счет Генпрокуратуры 100 миллионов сомов. Сообщается, что эти деньги будут использованы для погашения кредита электрических станций перед китайским Эксимбанком, а также то, что таким образом родные чиновники надеются на смягчение ему наказания. Как пояснили адвокаты, это не признание вины Артыкбаевым. Он так же, как, впрочем, и другие обвиняемые, продолжает настаивать на своей невиновности. Прокуроры решили дальше поддерживать обвинения. В связи с этим они высказывают свою позицию по делу касательно каждого обвиняемого. После того, как они завершат свое выступление, черед, значит, будет у адвокатов. Мы скажем свое последнее слово, после этого будут реплики, затем обвиняемые, конечно, будут выступать. И последнее слово обвиняемых, потом судья будет принимать решение. Возможно, на следующей неделе, либо через неделю, наверное, приговор выйдет. Уголовное дело о модернизации ТЭЦ в суд Генпрокуратуры было передано в феврале этого года. 7 фигурантам этого дела было предъявлено обвинение по статье «Коррупция». Экс-премьер-министра Сапара Исакова обвинение попросило осудить к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишения дипломатического ранга и ордена Манас. Бывшего главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева к 17 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также взыскать с него 1 миллион сомов, полученных за продажу автомашины компании «Тибей». Джантороса Цыбалдиева к 11 годам 3 месяцам заключения. Такое же наказание гособвинение просит для бывших гендиректора электрических станций Саладина Авазова и топ-менеджеров энергосектора Джолдушбека Назарова и Тимирлана Бримкулова. Осмонбеку Артыкбаеву назначить штраф в размере 5 миллионов сомов с лишением права занимать госдолжности. А бывшего министра финансов Ольгу Лаврову обвинение просит лишить свободы на 7,5 лет и взять ее под стражу в зале суда. Она единственная из 8 обвиняемых, мера пресечения которой ограничилась домашним арестом. Болт Исаев, Владимир Кубалдиев, НТС.